Поправки приняты. Переезжаем жить в Инстаграм? Скажите честно, так и напрашивается шутка про Путина и голосование. Сторис с галочкой напротив пункта «Да» в бланке. Что происходит с мусором? Что делать дальше? А сейчас без шуток. Привет, меня зовут Нина, вы смотрите ТОП-7, а это значит, очередная неделя подходит к концу и надо бы ее обсудить. А еще первый месяц лета закончился, вы вообще его заметили? Поправки приняты. А кто-то сомневался, у нас в стране даже телетекст все понимает. Смотрите, за последний месяц абсолютно все обсудили эту тему вдоль и поперек. Поэтому выделим главное. 78% проголосовали «за». По крайней мере, такой результат объявили официально. Скажите честно, вы знаете много людей, которые голосовали за поправки? Или видели у них сторис с галочкой напротив пункта «Да» в бланке? Присмотритесь к формулировке главного вопроса и не забывайте. Среди прочих принималась и поправка о русском языке. А у вас в лентах соцсетей что творилось? Похоже, все, кто сидит в Инстаграме, проголосовали против. Там поправки действовать не будут, переезжаем жить в Инстаграм? А сейчас без шуток. Я просто покажу вам фрагмент одного из наших прошлых выпусков про Ненецкий автономный округ. Нам всем стоило бы поучиться у немцев, как бороться за свою независимость и идентичность. И вот, пожалуйста, Нау стал единственным регионом в России, большинство жителей которого проголосовали против поправок. Так сказать, лучик света в царстве тьмы. Говорить, как организовали голосование, как вбрасывали бюллетени, как избивали журналистов на участках и рисовали, словно под копирку, результаты в разных регионах, если честно, уже не хочется. Поправки приняты. Точка. Что делать дальше? Как жить после принятия поправок? Об этом уже говорили гражданские активисты из разных городов. Их мнения и ответы вот в этом видео. Еще в статье, ссылка на которую будет, как всегда, в описании, а рядышком в комментариях напишите, что думаете на этот счет, как нам жить со всеми этими поправками. Нам правда важны ваше мнение и активность в комментариях. Честность – лучшая политика. На этом тему с поправками на сегодня закрываем. Больше ни слова о них, обещаю. Что приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание «ручная работа»? Вряд ли вы сразу подумаете о переработке мусора, правда? Знакомьтесь, это Сергей Сергеев из Ивановской области. Большой, красивый, мощный текст про Сергея вышел на 7 на 7 на этой неделе. 11 лет назад Сергеев сам грузил макулатуру в «Газель», а сейчас руководит компанией по переработке полимеров. Как устроен этот бизнес? Что происходит с мусором и как сократить его объемы на полигонах? Причем тут благотворительность и просвещение? Как всегда, мы советуем только полезные и интересные материалы, с которыми стоит ознакомиться самостоятельно. Привет. Что смотришь? Я смотрю магазин на диване Револьт-центра. Ой, а как тебя и тут, и там показывают? Ну, у нас в Револьт-центре и не такие чудеса бывают. Ух ты, а что ты пьешь? Это новый напиток из летнего меню кофейни Револьт-центра, коктейль с сахаром. Вкусный, наверное. А ты купи сертификат в нашу кофейню по ссылке от магазина на диване и узнаешь. Спасибо, так и сделаю. Постоянство – признак мастерства. После этой фразы так и напрашивается шутка про Путина и голосование, но ее не будет, я же обещала. А расскажу я вам сегодня про Татьяну Бородай, нашего блогера недели. Последние 4 поста Татьяны про дело активистки Юлии Цветковой. Про Юлю мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Ее обвиняют в распространении порнографии за рисунки женского тела в соцсетях. Повлиять на судебную машину в нашей стране можно только если общественность и СМИ не будут молчать. Очень важно последовательно и постоянно освещать каждую деталь в деле Цветковой, от выдвинутых обвинений до акций в поддержку активистки. Этим Татьяна и занималась последний месяц. Используйте хэштег «За Юлю» в социальных сетях и одиночных пикетах. Вместе победим! Есть бюджет. Так называется программа помощи малому и среднему бизнесу, которую открывает редакция интернет-журнала 7 на 7. Команда профессионалов поможет вам запустить рекламную кампанию, снимет ролик или сделает сайт.
Все для того, чтобы пережить последствия самоизоляции и пандемии. Нужна такая поддержка? Заполняйте заявку. Обещаю, реклама будет намного лучше, чем та, которую вы уже видели в этом ролике. Так и сделаю. Хотя, если вы хотите такую же, мы поддержим любого предпринимателя из любого региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Годовой оборот бизнеса не должен превышать 30 миллионов рублей. Все остальные подробности ищите на сайте проекта. Я тут прочитала, что бег полезен для здоровья и продлевает жизнь. Причем не только тому, кто бежит. Прямо сейчас проходит всероссийская акция «На бегу добро». Как это работает? Вы бегаете, фиксируете результат и переводите километры в рубли, чтобы перечислить пожертвования. Все средства идут в поддержку хосписа «Дом радужного детства». Форреста Гампа бы на эту акцию подписать. И бегал хорошо, и деньги у него водились. Уже более 2500 километров пробежали и проехали на велосипеде люди по всей России. Вот что говорит про акцию один из волонтеров Андрей Неридный. В наше время, когда каждый занят собой, пожертвовать отпуск, чтобы собрать деньги на детское питание, подгузники и материалы по уходу за больными детьми, это действительно важно. Сам Андрей собирается пробежать 1200 километров по Золотому кольцу. Дом радужного детства существует исключительно на частные пожертвования. Помочь тяжело больным детям можно прямо на сайте. Ну что, пробежимся сегодня вечером? Вроде все. Если вы досмотрели до этого момента, то уже очень помогли нашему топ-7. А если лайкните видео и оставите комментарий, цены вам не будет. С вами была Нина, скоро увидимся. Сделаем Россию горизонтальной? Так, это Пашина фишка, мне надо свою придумать. Что посоветуете?